Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей, и сегодня я покажу вам портрет в 16 художественных стилях. На YouTube есть много видео, в которых авторы рисуют один портрет, например, в 4 стилях. Я решил изобразить портрет в 16 стилях, который можно использовать в качестве материала на уроках искусства. Сам я работаю учителем в школе. Давайте пройдемся по всем стилям. Я постарался расположить их в хронологическом порядке по направлению часовой стрелки, начиная от готики и заканчивая концептуализмом. Итак, самый ранний стиль на этом рисунке, появившийся в XII веке, это действительно готика. Она изображает людей вытянутыми и двухмерными, без уходящего в пространство заднего плана, по крайней мере такого, где в деталях прорисована природа, которая как бы оттягивает внимание зрителя еще и на задний план. То есть такого нету в готике. Ренессанс же, появившийся в XV веке, уже представляет людей трехмерными и на фоне более четко прорисованной или более четко изображенной природы. Барокко в XVII веке стремилось передать контраст цветов и зачастую динамичные эмоциональные сцены. Как реакция на барокко, в следующем XVIII веке возник стиль рококо, отдававший предпочтение нежно-синим и нежно-зеленым тонам, а также избегая эмоциональных сцен. В XIX веке реализм ставил своей целью показать сюжеты обыденной жизни, как можно более реалистично, конечно. Импрессионизм в том же веке также пытался передать повседневные явления, но с помощью распознаваемых мазков и штрихов. Постимпрессионизм в конце XIX века в большей степени экспериментировал с цветами, формами и светом. Символисты с конца того же XIX века передавали образы с помощью символов и метафор. Стиль югенд активно использует длинные линии, завивающиеся наподобие стеблям растений. Югенд тоже мы относим к концу XIX века. Абстракционизм прибегает к базовым фигурам и линиям для изображения людей и явлений. Экспрессионизм же мог извратить форму людей с целью придания этим людям более экспрессивного эмоционального облика. У кубистов образы как бы собирались из геометрических фигур. И тут мы подходим к моему любимому художественному стилю, к сюрреализму. Сюрреализм часто обращался к образу глаза, а также изображал иллюзии и сновидения. Далее следует дадаизм, возникший под влиянием критики индустриального общества и критики Первой мировой войны. Работы дадаизма зачастую были коллажами. Например, часть головы здесь – это распечатка найденного в интернете изображения, а торс человека в костюме – это просто вырезка из рекламы. После Второй мировой войны оформился поп-арт, как отражение культуры потребления и массовой культуры. Например, художник Рой Лихтенштейн имитировал в своих работах технику иллюстраторов комиксов. Последний изображенный здесь стиль – концептуализм – предпочитает реалистичные визуализации образов, сами концепции, идеи этих образов. То есть вместо визуализации явлений в виде картины, например, эти явления передаются через их написание, через написание их названий. А здесь я написал эти названия на эстонском языке, так как я преподаю в Эстонии. Волосы, морщина, морщина, бровь, тень, глаз. Друзья, возможно, у вас возник вопрос относительно самого человека на портрете. Кто он такой? Это один из самых известных эстонских писателей Антон Хансен Тамсаре. И это является моей попыткой изобразить одну из сцен его романа. Друзья, конечно, я понимаю, что данное изображение очень относительно, оно не отражает в полной мере суть этих стилей, то есть очень относительно все. Но если вам понравилось, если вам показалось это полезным, пожалуйста, будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь. И увидимся в следующем видео. Спасибо.